Здравствуйте! В эфире Сибайского телевидения программа «Крупным планом». Меня зовут Алина Полянская, и сегодня гость нашей студии – начальник городского отдела образования Гаязов Ахмадулович Хасанов. Здравствуйте, Гаязов Ахмадулович. Здравствуйте. Я напоминаю нашим телезрителям, что мы работаем в прямом эфире, и вы можете задавать свои вопросы нашему гостю по телефонам 5 14 94 и 5 14 95. Телефоны уже активны, и наш корреспондент готов принимать ваши вопросы. Ну а мы пока начнем с вами. И, естественно, мы с вами встречаемся в середине мая, да, и завершается очередной учебный год. Каким он был для сферы образования нашего города? И мне интересно, что вас, чем вы гордитесь и что огорчило? Действительно, завершается учебный год. Я прежде всего хочу, конечно же, поблагодарить все учительство нашего города, педагогическое сообщество и родителей с завершением учебного года. 25 мая прозвучит последний звонок торжественной линейки в 10 часов во всех общеобразовательных школах. По результатам прошедшего учебного года есть, конечно, позитивные моменты, очень хорошие результаты. Это, конечно же, я начну с побед предметных олимпиад. Победители, призеры у нас 34. И это олимпиады какого уровня? Это всероссийского уровня. И также в заключительном этапе в городе Санкт-Петербург участвовали наши дети с 8-й школы, с гимназии. Ну и наш город Сибай — это город горняцкий, поэтому начну, наверное, с предмета геология. Ежегодно наши дети прекрасно выступают, и в этом году ученики гимназии стали победителями и призерами данной олимпиады. Ну и в этом году особенно хочу отметить участников Республиканской технической олимпиады. Воспитанники Центра детского творчества стали победителями и призерами. Это техническая олимпиада «Шаг в будущее» и лаборатория 21 века. Ну и не могу не отметить тот факт, что ежегодно наши дети активно участвуют на чисто республиканской олимпиаде, кубок имени Юрия Александровича Гагарина. И в этом году учащиеся первой школы, лицея номер 9, гимназии стали победителями и призерами данной региональной республиканской олимпиады. В командном зачете гимназия наша стала призером, заняла 2-е место в данном этапе. И получили дети наши ценные призы, подарки из рук легендарных людей, космонавтов, героев России. И это было торжественно вручено в городе Уфе. И вот ежегодно и в прошлом году, в 2015 году, учащийся лицей Ирандык заняла в республике 1-е место по олимпиаде по профилактике наркомании и участвовала в Москве, а также в Москве заняла 1-е место. И в этом году учащиеся 1-й школы участвовали в олимпиаде научных работ и учащихся студентов, а также заняли 1-е места, и эти дети будут защищать честь республики в городе Москва. А также в этом направлении социальный педагог 7-й школы тоже занял 1-е место, и ждем тоже дальнейших результатов. Таких результатов много, и вот буквально сегодня учащиеся лицея номер 9 привезли, так скажем, кубок, заняли 1-е место. Чисто в этом году впервые это проходит по робототехнической олимпиаде. Это очень здорово, и у нас планово ведутся работы именно по этому направлению, и, значит, вот результаты у нас есть. То есть не зря все? Не зря все это делается, и еще раз говорю, это опирается, конечно же, труд самих педагогов, и детей наших, и родителей. Ну, хорошо, вот, скажем так, успехами вы похвастались. А какие огорчения были в этом учебном году? Мы вообще учителя позитивные люди, мы мало огорчаемся и тем более не злимся. Конечно же, то, что если получается, хотя из задуманного хотя бы половина, я думаю, что нормально было бы. Ну а что не вышло из задуманного? Ну, то, что
Вот наш город посещала министр образования, это по телевидению вашему, наверное, она тоже говорила о тех планах. К сожалению, пока что не получается именно создать центр одаренности детей для детей Зауралья в городе Сибая. Это мы выходим с предложениями, и наша городская администрация выходит, правительство, чтобы дети наши не выезжали, а здесь, в Сибае, создавались школьные лаборатории, предметные лаборатории, и не только школьные программы, но и для участия, тем более для результатов таких предметных олимпиад такого уровня, конечно, нам нужны лаборатории. Мощные, научные, хорошие лаборатории. Пока что вот это у нас не получается. Ну что ж, я надеюсь, что все-таки все усилия и труды будут не зря, и получится организовать центр одаренных детей. В одной из наших встреч в этой же самой студии вы говорили о том, что действительно рынок труда испытывает, это ни для кого не секрет, испытывает дефицит в технических специалистах, да, и вы говорили о том, что вот сейчас есть такая тенденция именно это направление развивать. Получается его развивать или стоит на месте? Могу сказать, что у нас в городе неплохо получается. Вот то, что распоряжением главы администрации мы восстанавливаем станцию юных техников, и на базе детских садов, на базе школ открываем направление технических кружков, создаем какие-то клубы, какие-то формы, кабинеты. Это дает хороший толчок в развитии именно технического образования. И на данный момент совместно с администрацией нашего города и совместно с администрациями СУЗов и ВУЗов ведется организовывается площадка по организации для наших детей дополнительных вот этих кружков. И многие, чтобы были бесплатные кружки, конечно же, вот по организации таких кружков. Но мы с вами говорили о том, что да, в идеале было бы хорошо, если каждый школьник был способен собрать радиоприемник, да, вот. Да. Как когда-то, в общем-то, и было, да, в Советском Союзе. Кроме, грамот и там признания одноклассников, что дают вот там призовые места в олимпиадах республиканского всероссийского уровня самим школьникам, как выпускникам потенциальным? Мы, конечно, вот своими силами, учителя, отдел образования, ежегодно мы проводим чествование наших победителей, призеров различного уровня, республиканского, всероссийского уровня, участников. И на парусах надежды мы так называем, так ведь городские мероприятия, показываем наших детей, ребят, родителей, также учителей, которые готовили данных людей. Это, во-первых. Во-вторых, создается портфолио. Мы же говорили о том, что в дальнейшем именно выпускники будут использовать данное портфолио, данные свои, так называемые, копилки для поступления в высшее учебное заведение. И надеюсь, что в дальнейшем будут они использовать вот на свои маленькие школьные научные разработки, данные, и в дальнейшем и в университетах, и, соответственно, дальше в работе. Ясно. На следующей неделе состоятся выпускные экзамены, которые идут уже несколько лет, да, уже внедрены несколько лет назад, довольно много лет назад, но их традиционно боятся и школьники, и родители. Мы сейчас не будем затрагивать вопрос, да, вот этого давления психологического перед экзаменами. Мне интересно, есть ли изменения и нововведения в процедуре сдачи и ЕГЭ, и ОГЭ в этом году? Да, действительно, после последних звонков во всех школах, значит, 26 мая мы начинаем процедуру государственной итоговой аттестации. Начинаем мы с выпускников 9 классов, 26-го у нас ОГЭ, то есть основные государственные экзамены. Процедура в этом году по ЕГЭ, это для выпускников 11 классов, в принципе, остается так же, но единственное изменение – это отмена пункта А, то есть тестовый материал будет отменен по 4 предметам. А в основном остальные положения у нас одинаковые. Во всех средствах массовой информации, в газетах, по телевидению мы об этом говорили. Небольшие изменения по ОГЭ, то есть для выпускников 9 классов. Это кроме обязательных математики и русского языка, мы включаем 2 предмета по выбору обязательно.
Хотя эти оценки не будут влиять на аттестат в этом году, а на последующих, уже в будущем году будут влиять. В этом году не будут влиять на аттестат. Ну и то, что уже на ОГЭ, то есть для выпускников 9 классов, то же самое, как и ЕГЭ, будут процедуры, значит, видеонаблюдения, металлодетекторы и глушилки, все это будет. Ну и вот в связи с требованиями, которые предъявляются к пунктам сдачи госэкзаменов, насколько наши пункты в Сибае готовы или есть еще недоработки? Могу доложить о том, что пункты проведения экзаменов в городе Сибай готовы. Как и в прошлом году, ППЭ пункты проведения экзаменов будут расположены в лицее номер 9 и 12 школе. А будут меняться места? Или так все, вот раз там оборудовали, там и будет постоянно это, да? Мы надеемся и планируем, что будет это постоянно, потому что это действительно, вы правильно говорите, Финансовые вложения очень серьезные. И оборудование, и прием, и сами дети уже привыкают к этому. Ну да. Ну что ж, май, опять же, это не только экзамены, да, в мае встает, родители начинают думать о том, как же их дети будут проводить летние каникулы. Будут ли они предоставлены сами себе, либо отправят их на море, или в лагерь, или в летний лагерь при школе. Вопрос летнего оздоровления и отдыха детей. Какова ситуация с этим в нынешнем году? Потому что в прошлом году мы с вами встречались, я вам задавала тот же самый вопрос, и звучала информация о том, что финансирование летнего оздоровления, к сожалению, недостаточно. Хотелось бы, да, всем льготы, всем скидки, всех отправить в лагеря. И как в этом году решается? Действительно, летняя оздоровительная кампания – это первейшая задача в летний период всех руководителей, не только образования, я считаю, по городу у нас. Распоряжением главы администрации тут все пункты обозначены. Хочу поблагодарить сперва, конечно, администрацию нашего комбината. И то, что не только сохранила, но и в действии содержит санаторий-профилакторий, где наши дети уже привыкают и активно отдыхают. Лагерь «Березка», загородный лагерь, и 2 муниципальных наших лагеря, Юлдаш и Шифа. В принципе, они готовы, ждут, и скоро комиссионно мы проверим готовность данных лагерей. Действительно, по финансированию у нас есть проблемы, особенно с республиканского бюджета. У нас уменьшается финансирование. Но из местного бюджета, так скажем, наша администрация с пониманием относится, и здесь местный бюджет, наоборот, увеличивает финансирование. То есть получилось компенсировать нехватку? Где-то мы компенсируем в основном по трудовым лагерям, трудовым объединениям, по ЦДП. Но постараемся охват не уменьшить, а охват оставить детей в прежнем, как и в прошлом году. Все формы мы организовали, руководители создали программы. В принципе, я думаю, что данной кампании, летняя оздоровительная кампания, наш город готов. А вот школьные лагеря летние, они будут при каждом образовательном учреждении или только нескольких в городе? В городе в 14 образовательных учреждениях подготовлены такие пункты центра дневного пребывания. 18 и 19 мая комиссия при администрации города будет выезжать и принимать данные центры. И в дальнейшем будем планировать работу. Летние лагеря, как вы уже сказали, готовы встретить ребят уже в июне. Один из острых вопросов: обрабатывается ли их территория от клещей? Загородные лагеря обрабатываются даже дважды. Действительно, здесь из местного бюджета выделяются финансовые средства. Могу доложить, что уже договора заключены, и данная территория один раз уже обработана. А второй раз они будут обрабатываться уже посередине между лета? заездами, наверное, скорее всего, после первого и второго заезда. То есть родителям можно, в принципе, без боязни, что в Березку, что в Шифу, что в Юлдаш отправлять детей. Хорошо, с загородными лагерями разобрались. Как с этим вопросом обстоит ситуация в детских садах, в школах
и учреждений дополнительного образования? Ну, вы правильно отвечаете, в этом году наиболее остро и освещается, и проблемы поднимаются по обработке. Ну, у нас ежегодно во всех детских садах и школах учреждений дополнительного образования на территориях ведется обработка и выделяются средства. Обрабатываем полностью. Хорошо. Я хочу напомнить нашим телезрителям, что программа «Крупным планом» выходит в прямом эфире, и вы имеете возможность задать свои вопросы гостю нашей студии, Гаязу Ахмадуловичу, по телефонам 5 14 94 и 5 14 95. Но вот один вопрос уже поступил от Розы Абзаловны. Когда откроют 4-ю школу? К сожалению, 4-я школа была закрыта. Ну и в каком состоянии мы видим так ведь 4-я школа. Почему была закрыта, я тоже поясню. Это по оптимизации такой сети, что данный микрорайон не обеспечивал детьми. Ну и, конечно же, состояние данной 4-й школы было в плачевном состоянии. Передали, если не ошибаюсь, техникуму, по-моему, так ведь. Пока не планируется на данной территории дальнейшее строительство школы. То есть нет нехватки мест в имеющихся учебных заведениях, все дети обеспечены? По этой территории, по этому микрорайону полностью обеспечивает, значит, местами 1-я школа, 6-я школа и 14-я. Спасибо за ответ. Вот в прошлом году, все мы помним, очень много было шума, и мы, Сибайское телевидение делало несколько сюжетов информационных по поводу вот ситуации в 12-й школе, да, когда ее затопило, дети были вынуждены учиться в других школах и потом переехали. Так скажем, трудный был год, потому что и карантин в этом году, да, выпал, и вот эти вот неприятности. В этом году, в связи с этим вопрос, какие учебные учреждения ожидают капитальный ремонт? И, ну, я понимаю, что косметический и текущий ремонт все школы делают ежегодно, да? А капитальный ремонт и, допустим, и крыши, или это будет, там, не знаю, спортивный зал капитально отремонтирован, где и в какие сроки? Не использовать те средства, которые все-таки смогли, так скажем, выбить из республиканского бюджета на капитальный ремонт 12-й школы, мы, наверное, не могли бы. Потому что сегодня мы бы имели протекающую крышу, так ведь, и так и далее. Поэтому все-таки надо позитивно смотреть на этот вопрос, что на данный момент мы видим, что школа становится еще краше, хорошая крыша, новая крыша, и лет на 20 в будущем мы эту проблему уже закроем, да. Но да, были проблемы, да, мы направляли соседние школы, но перетерпели, и давайте все-таки на этот раз действительно можем сказать, что все-таки это мы смогли. Ну все уже, конечно, отболело, отвозмущалось, просто не хочется повторения подобной ситуации. Да, ну я каждый раз говорю, что в целом наши здания образования, это 60-х, 70-х, 80-х годов. Фонд довольно изношен. Да, ведется плановая работа, ведется заявочная кампания. Работаем, планируем. Но это действительно капитальный ремонт, огромная работа. В этом году, конечно же, мы строим планы по 1-й школе. Это самое первое здание нашего города. Так ведь спасибо комбинату. Глава администрации выходит, руководство нашего комбината, Учелинского ГОК. Какие-то наши планы общие здесь и с руководством комбината есть, и мы планируем. В комбинате есть проектировочная команда, проектировщиков, свои строители есть, поэтому мы надеемся, что на этот год, на будущий учебный год, здесь у нас получится по 1-й школе. Также вы знаете, что из федерального бюджета выделяются средства на капитальный ремонт школ, и, так скажем, благодарностью я скажу, что и администрация нашего города, и также Министерство образования, что мы смогли все-таки включить в список 6-ю школу. На данный момент из местного бюджета выделено 800 тысяч рублей на проектирование, проектно-изыскательские работы, экспертизы. И мы уже составили договор с Уфимским
предприятием, так скажем, по проектированию. Работа ведется, проект будет готов. Также составляется соглашение с Министерством образования нашей администрации о выделении финансовых средств. Ждем финансов. Как только финансы поступят, мы составляем договора, аукционы и начинаем капитальный ремонт в 6-й школе. Ну, что входит в этот капитальный ремонт? Что там будет? Система отопления заменена? Или внешний фасад капитально отремонтирован? Что? Или там много очень проблем? Планируем в первую очередь, конечно, кровлю, фасад, окна, ограждение. И если будет возможность, если сэкономим какие-то средства, то замена труб частично. А в первой школе? В первой школе мы планируем также кровлю, ну и подготовим 3 кабинета в связи с переводом учащихся на сменные занятия. Это я для чего так подробно вас спрашиваю, чтобы родители увидели, а потом спросили: вы сами говорили, будете крышу менять, где? Вот, понимаете? Так, еще у нас есть вопросы. Теперь из школ вернемся в садики, в начальное образование, дошкольное образование. Выпускные в детских садах. Здесь я, наверное, адресую вопрос к вам не как к чиновнику, да, не как к начальнику отдела образования, а как к человеку, педагогу с большим опытом. Так вот, насколько я помню, раньше в детских садах выпускной так вот широко не праздновался. Это была просто еще одна ступень, мы переходили из садика в школу, и все спокойно было. Праздновался выпускной школьный бал. Сейчас выпускные в детских садах, по-моему, ничем не уступают школьным выпускным. На ваш взгляд, это дань моде или это необходимо все-таки так скажем, обряд инициации, да, взросления вот так отмечать? Вот лично вы что думаете? Можно все-таки с предыдущего вопроса, вот вы так нацелили меня на капитальный ремонт. Да, мы хотим, в идеале, конечно, как должно быть. Учителя проработали, ушли на отпуска, пришли строители, все, сделали ремонт. Но, к сожалению, это не так. Ни в нашей стране это такого никогда не было. Даже при плановых, так скажем, при нашей стране хозяйственных. Действительно, то, что мы хотим, это мы выбиваем, выпрашиваем, просим письма, поэтому вот так получается. Если где-то что-то получается, у нас вот то, что мы имеем. А действительно, по капитальному ремонту здания мы планируем очень много. Вот это тоже хочу обозначить. А вот эта информация, она звучит на общих школьных родительских собраниях? В принципе, администрация школы, 6-й школы, наверное, знает, а про 1-й школе мы пока что денег этих не увидим, мы дальше, конечно, пока обещать не будем, да, громко говорить тоже не будем. Но мы планируем, пишем письма, обращаемся за помощью, работаем, и администрация работает, и отдел образования, поэтому так получается. А по поводу этого вопроса, да, действительно, как вы помните, и в прошлом году я тоже говорил, что действительно выпускные вечера, понятие, наверное, все-таки оставить при школах. То, что детские сады, группы заканчивают какие-то, потом детский сад заканчивается, начальная школа заканчивает. Я думаю, что администрация школ, детских садов соглашаться, и такую работу, я думаю, что ведут. Позитивные моменты здесь в этом направлении есть. Тем более после таких выпускных, так называемых, родители сами начинают собираться и что-то отмечать, это тоже негативно. Я думаю, что это нам не нужно. Плане. Это нам не нужно, да. Но вот я призываю всех родителей, наверное, идти к этому. Поспокойнее относиться к этому этапу взросления, да? В связи с этим вот прямо он в связке вопрос. Задаю его не просто так, не огульно, да, я проводила опрос среди своих знакомых и знаю точно, что в некоторых детских садах, не буду говорить в каких, не буду говорить, что везде, у родителей, так скажем, настойчиво просят при выпуске детей из детского сада подарки. Подарки не в плане там микроволновку мне лично, как воспитателю, а вот там в группу или в сам детсад, там, стойки для цветов, еще какие-то там предметы мебели и прочее. Я понимаю, что это, в общем-то, незаконно, да, неправомерно.
Требовать неправомерно, просить-то можно. Другой вопрос, насколько настойчиво. И ведется ли отделом образования вот какая-то работа с педагогами по этому вопросу? Я думаю, что и к вам тоже обращаются и жалуются, что где-то там вы требуют, где-то деньги требуют за место в детском саду и прочее. Это очень такая тема щепетильная. Хорошо. Действительно, разъяснительная работа с коллективами, с администрациями учебных заведений, эта работа ведется. Также мы встречаемся с представителями надзорных органов, стараемся как-то ограничить или же провести какой-то четкий алгоритм наших движений. Поэтому, в принципе, все руководители учреждений об этом знают, и предупредительную, разъяснительную работу мы здесь ведем. Но вот могут ли родители рассчитывать на честную проверку, если придут к вам и вот об этом факте сообщат, о таком факте? Понятно. Мы живем действительно в правовом государстве, так ведь? Поэтому, если кто-то не согласен с письменным заявлением, пожалуйста, можете подойти ко мне, к надзорным органам, прокуратуре, остальным, и будем разбираться конкретно на месте с кем-то или с учреждением конкретно. Поэтому давайте так, а кто-то что-то сказал и что-то где-то услышал, давайте, наверное, здесь уже это надо прекращать. Да, слухи не будем... Есть, да, позитивная работа ведется, именно вот, в антикоррупционном плане, именно в планах прекращения поборов учреждений, такая работа ведется. Ну а есть и родители, которые хотят помочь, и реально, но тут условия такие, что вот родитель сам решает, сам собственным заявлением обращается в администрацию, и, пожалуйста, это лично его желание. Тем более те, которые не сдают, там, говорить о том, что не сдали, или, не дай бог, еще преследовать, этого не должно быть. Все-таки и взносы, и там, фонд школы, фонд класса, это все-таки дело добровольное. Да, добровольное дело. А не добровольно-принудительное. У нас осталось буквально 2 минуты эфира, и поэтому, вот, если можно, коротко, но я обязательно хочу задать этот вопрос. Если я не ошибаюсь, к 2020 году все школы обязаны перейти на односменное обучение. Как продвигается реформа в нашем городе? Я знаю, что все не так просто, потому что не хватает, да, учеников много. Какие школы уже учатся в одну смену, а где вопрос еще решается? Хорошо. Здесь вы знаете, что существует, утверждена федеральная программа, и будут выделяться целевые деньги на это. У нас, в принципе, в городе ситуация неплохая. На данный момент во второй смене обучается 6,8% обучающихся в школах 12-й школе, 1-й школе, лицей номер 9 и в гимназии. Определенная работа администрации школ ведется, и мы постепенно переходим. И, конечно же, к 2020 году вот эту проблему мы решим. Ну что ж, это радует, потому что я думаю, что все родители хотели бы, чтобы дети учились в одну смену. Спасибо вам большое за встречу. Вопросов было не так много. Это говорит о том, что работа действительно ведется в позитивном ключе, и какие-то проблемы уже снимаются. Я напоминаю, что гостем нашей студии сегодня был начальник городского отдела образования Гаяз Ахмадулович Хасанов. Ну а мы с вами встретимся ровно через неделю в этой же самой студии. Всего доброго, Гаяз Ахмадулович. Всего доброго.